Ассаламу алейкум, дорогие мои подписчики, не забудьте ставить лайк, подписываться. Это вот из интернет-видео смотрела я. Каждый как эту фразу хочу объяснить вам. Самые слабые — это злые, говорит, да, злые — это люди, которые злые, да. Они как гнева не могут это себе как это при гневе держать. Они как это нападают на человека, как они кричат, орут. Это злые люди, да, плохие люди. А вот, про гнев — это самое страшное, это вещь, это когда человек не может держать, свой гнев. 2 араба, как это, ругали, потом один пришел к другому. До того, что он пришел, а это другой, это 2 араб, он лежал это на полу. Он говорит: "Что ты лежишь?" Он говорит: "Я лежал, что ты это пришел, что ты со мной это, что я с тобой не стал ругаться". Он говорит: "Доставай", говорит, "не буду с тобой ругаться, конечно". Вот. Когда это у пророка сами садится, что при гневе надо, если стоит человек, надо сидеть, если сидит, надо лежать. Когда человек стоит, кровообращение больше как это, ну, как это двигается. Когда сидит, меньше, когда лежит, меньше, как уменьшается. Поэтому так вот это злые люди, вот это сам слабый. Самые это глупые — это болтливые. Ну, болтливые, понимаете, кто такие они. Сами несчастные — это завистливые. Это, э, это Фалах сообщит, что завистника, доброе дело уничтожает, его зависть, как это уничтожает это, огонь, дрова. Превращает пепел, да, а вот это зависть человека, его это доброе дело превращает это, как это уничтожает. А вот про несчастный, это, про это глупый, вот тоже это хадис сейчас вспомнила, это у пророка сами хадис, что либо говори слово доброе, хорошее, либо молчи. А самые ничтожнее — это высокомерие. Про высокомерные сура Лукман, сура Корова и много сура в Коране еще про это высокомерие сообщит, что Аллах не любит высокомерный. Вот. Самые это жалкие — это лицемерие. Про лицемерие тоже сура это в Коране тоже сообщит Корова, Али Имран, что высокомерные, они, лицемерие, они будут это жить самый это последний ад. Да, хуже ад. Еще самые сильные — это добрые. Да, самые сильные добрые люди, конечно. Самые умные — это молчаливые. Да, самый умный человек. Даже есть пословица: на дураков не стоит это обижаться. Самые богатые люди — это простые люди. Как это у арабов есть пословица, это богатство не в деньгах, не это имущество, а богатство внутри человека. Нафс, да? Самые счастливые — скромные. Скромность, да, это сам человека, как это делает это счастливее. Самый мудрый, спокойный. Как мы говорим, вспоминание Аллаха — это успокоится наши, это, да, душ, да, душа. Душа, да, спокойный, да, это самый. Самые великие незаметные. Да, великие люди незаметные. Вот это я была в Таджикистане, вот это в октябрь месяц, да, в 2025 году. Одна, девочка со мной познакомилась, молодая эта, да, девочка, да. Она говорит: "Вы такой это, вот великий человек. Да у вас я встретила много людей, они как это мало знают, больше себе показывают, а вы очень много знаете, оказывается, как вы себе не показываете. Я вас очень люблю ради Аллаха". Вот она сейчас со мной по WhatsApp общается, она говорит: "Таких, как вы, первый раз я в жизни встретила и встречаю". Поэтому я не говорю и не хвалю себя, что какой великий. Ну, это пример привела, что великий незаметный. Да. Самохваление — это, характер шайтана. Я не хвалю, я её слова говорю, что она говорит, что таких, как вы, я не встретила, не встретила. Я говорю: "Как не встретила?" Она говорит: "Да, есть, которые они знают религия, мало они знают". Или это больше себе, как они, как это, гордятся, а у вас нету, вы не гордитесь, у вас нету высокомерности, вы такой человек, как похож на ну, как великий человек, она меня еще называет. Я говорю: "Джазакаллаху хайран". Самый верный — терпеливее. Мгм. А про терпение в Коране, это аят, это много тоже есть. Аллах пояснил, Аллах терпелив, терпи, что терпение — это самый, как это, красивая вещь.
А мы еще это мудрые есть, это народские это слова, что терпение — это ключ всей этой нашей проблемы. Вот это из интернета я нашла, хотела вам тоже как это добавить свои мысли и вам как это рассказать. Благодарю вас за внимание и лайк, подписаться не забудем, пожалуйста.